Антисоветчина какая-то, антибелорусщина какая-то. Что это? Я не хочу спать в РСФ. Я еще раз тебе повторяю. Число, это только возможность, если ты исключаешься из класса, понимаешь? Тогда только мы можем говорить об этом. Что ты хорошо? Не, ну ты так вот ставишь вопрос. А все вступают за 99% и Москвы за тебя. Да, родители против. Ну, родители не. Я ничего не понимаю. 14 лет уже осознанный выбор свой делаете. И все должны понимать, что если сказала Родина, комсомол ответил есть. И мы должны это сделать. Если вы учащиеся нашей гимназии, за ее честь должны стоять. А у вас все смешечки какие-то. Я бы что бегала, вас просила, уговаривала бы. Здесь Анну Николаевну бы все время вызывали к директору. Если бы это не надо было. Если тебе не надо, сядь, пожалуйста, и сиди. Мы сидим на совещаниях, на выписку. Это нам надо? Тоже не буду вступать. Что вы говорите? Кому-то надо. Ну просто платить. Вроде не надо, есть такое защищать. Как, значит, кому надо? По-моему, все объяснила вам, дети. Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнить или нет. Или я по всем статьям, по всем проверкам пойти из-за вас. Да? Да скажу, что жду воспитательная в гимназии поставить. Они могут просто тупо сделать эту цифру. Хотите, вы не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку, сидите, заткнитесь. Все. Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю. Антисоветчина какая-то, антибелорусщина какая-то. Что это? Вы не поддержите политику президента нашего стола. Не поддерживаю. Что мне потом говорить? Кому мы будем об этом говорить? Будете учиться за границей. Позор весь, позор на по всем показателям. Первые места на всех олимпиадах, на всех конкурсах. На тебе, Брусселов так не может задать. Да что за отношение такое, дети, подумайте, пожалуйста. Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько. Никто вас трогать больше не будет. Опять со своего кармана достану я, Анна Николаевна, заплатите членские взносы. Досидите до 9 класса и уходите. Уходите, не приходите сюда больше, не надо мне. Пойдите в другие учебные заведения и попробуйте без членского билета там посидеть. Я посмотрю, какие вы училища поступите без билета. Такое. А в этом году все серьезно. Было, в следующем, когда вы будете поступать. Еще похлеще будет. Наши родители потом не считали в другом свете. Вы понимаете, что все заплачено давно, все уже вы там. Нам ваши фотографии уже тупо надо. Сфотографировали, мы дам эти билетики и все. И живите дальше, как хотите. Не хотите, могу не отдавать. Так, сфотографируйся, пожалуйста. И все. Я тебе билет, даже ты его не увидишь больше. Хорошо? Выходите давайте. Вы потом с этим билетом, что хотите, то и делайте. Если вы не хотите его нигде заявлять в других учебных заведениях, ну вас его просто спросят. Вы его просто вынуждены будете предъявить, иначе могут сказать, или поступаете, или не поступаете. Вот в чем дело. Задача очень серьезная, ребята. Поэтому вам лучше иметь этот билет на всякий случай. Вот у меня есть, все. И пошел и сиди гуляй. Потом можешь опять все положить на долгий ящик. И больше ни о чем никогда никому не говорить. Ну, понимаете, гимназии это надо число это. И у нас, к сожалению, получается, 14-летним детям, это уже на данный момент, 130 человек. Как проценты считать в математике юные, знаете, да? 100% это 130 детей, 130 членов РСМ. Вот тогда будет 100%. А если 1, 2, 3 начнут тут какие-то тут свои миселя показывать, тогда у нас не будет 100%. И тогда покатилась. Сейчас за каждый 0,5% борется, каждая школа, каждое учреждение, каждая гимназия. Я вам 100 раз уже языком в зубы побила. Говорите об этом. Еще раз повторяю, уже все равно все сделано. Нам просто теперь фактически надо эти билеты увидеть, в руках их подержать, чтобы вы в них расписались. Не хотите, не берите эти билеты. Вот у нас. Я еще раз вам говорю, я буду платить за вас эти взносы. Живите с этим потом дальше. Но надо сейчас помочь. Понимаете, слово такое «помочь»? Это наша принципиальная позиция, сделать вот это членство в РСМ. Кому-то что-то непонятно. Но если вам мама говорит, надо выкопать картошку, вы собрались и пошли, правильно? А тут говорят, не надо.
Кто сказал не надо? Кто такой сказал? Родители говорят, то, что не вступаете. А вы говорите то, что типа при поступлении нам скажут, там, вам нужен билет. Везде. Родители не хотят, чтобы мы вступили куда-то там в вуз какой-нибудь или еще. Угу. Они не хотят, чтобы мы получили образование по-вашему. Почему ты говоришь? Чем я такое вообще когда такое говорю? Так вы же сказали, что нас не пустят ни в какой вуз, там где. Вас при поступлении попросят, вы член спросят, вы член БРС. Будете заполнять А ты заявление. скажешь, это они подумают, вот взять тебя или того же, с таким же одинаковым баллом. Так он возьмет того, у которого членский билет есть. Это Ты эту разницу чувствуешь? У тебя 10,5 баллов, аттестата, к примеру, и у Пупкина какого-нибудь Грозного тоже 10,5. Но он Но у него БРСМ. заявление член БРСМ, а ты нет. И скажешь, да, валите, милейший, дальше в своем миске проживаете. Мы возьмем дядю с Гродно. И с БРСМом зато. Человек, который уже сформирован патриотически. ребята. Гражданин, который позицию свою принял. Что ты ржешь? Что у тебя там в руках за бананы? Что? Да ты положи его пенал, зачем он тебе сейчас? Потрогать нельзя. Что? Я что-то не поняла вообще за поведение вот это. Ребята, я немножко не понимаю сейчас. Перед вами стоит заместитель директора по воспитательной работе вашей гимназии. Она стоит, распинается. Я не понимаю, в чем ваша проблема? Вы хотите сейчас все разом пойти к Елене Викторовне сходить на аудиенцию? Я надеюсь, там у вас ваши смешки быстро все проходят. И ваши вот такие вот отклики, какие вы сейчас Вам все учреждения заканчивайте. И поверьте, Как вы относитесь аттестат сейчас к вам, нам? не дай бог, с вашим вот таким поведением испортить, это как два пальца, это я вам говорю гарантированно. Если, не дай бог, вы еще раз подобный тон я вообще услышу из каждого из вас. Перед вами стоит женщина в первую очередь, а вы здесь стоите, ржете, а ты с бананом состоишь. Очень смешно. Не смешно уже. Что это за позиция гражданская такая? Фотографирую. Голос Ты меня услышал или нет? Я тебя позвал. Ты это ко мне сюда. Себя сфотографируешь и все.